Уважаемые якутяне, доброе утро. Сегодня в Якутии действует 172 лесных пожара на площади 4 миллиона 58 тысяч га. Проводим работу по тушению 60 пожаров на площади 1 миллион 307 тысяч га. Вчера мы локализовали 12 пожаров на площади 91 тысяча га. Сегодня у нас работает 4931 человек, в том числе лесопожарное формирование, формирование МЧС, мобилизованные и добровольцы. Работает техники 776, работает воздушных судов 4 единицы МЧС Российской Федерации, вертолетная техника, в том числе Ми-26 водосливным сооружением на 15 тонн. Работает на патрулировании 4 воздушных судна и 4 воздушных судна авиалесохраны. Обнаружили 18 лесных пожаров на площади 1576 га. Авиация распланирована по работе на 14 августа. Сегодня проведен оперативный штаб под руководством министра МЧС Российской Федерации Зиничева Евгения Николаевича с участием главы республики Николая Василия Сергеевича. Дополнительные силы МЧС Российской Федерации полностью прибыли в Республику Саха-Якутия. Проведена доставка сил и средств до действующих пожаров. Уважаемые якутяне, разрешите на карте показать лесопожарную обстановку по Республике Саха-Якутия. Лесопожарная обстановка в Республике Саха-Якутия остается сложной. Этому способствует высокий класс пожарной опасности в лесах. Он характеризуется как чрезвычайно высокий 5 класса. Высокий класс, 5 класс, сегодня Росгидрометом зафиксирован в заречной группе районов. Это Горный Улус, Намский Улус, Усть-Алданский, Чурапчинский, Таттинский и Тампонский Улус. Лесопожарная обстановка у нас в целом не изменилась. Лесопожарное формирование и привлеченные силы и средства работают на локализации лесного пожара 24А, который пересек границу городского округа город Якутск. Работа идет по кромкам, по южной кромке и по северной кромке. Кроме того, особое внимание пожарам, которые угрожают населенным пунктам, это в Горном Улусе, Намском Улусе, 25-й, 22-й пожары, вот Намские пожары. Особое внимание пожарам в Чурапчинском, Таттинском Улусах. По всем пожарам расставлены силы и средства, идет круглосуточное дежурство, идет процессы обратного отжига и прокладка минерализованных полос. Сегодня 17 часов будет проведен оперативный штаб, где тоже подведем итоги проведенных работ в течение дня. Это был брифинг о ситуации с лесными пожарами в регионе. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.